Для яркой демонстрации выступления литовского активиста-историка перед литовской публикой на английском языке, чтобы было понятно более широкой общественности. На экране в качестве доказательства он приводит выступление беглых на тему того, кто же все-таки правопреемник Великого княжества Литовского и как по несчастливому стечению обстоятельств ВКЛ оказалась под чужим суверенитетом. Після Першої світової війни нашим сусідам удалося здобыть и утримать незалежную державу и перетягнуть на себе ковдру, присвоить всю историю Великого княжества Литовского, у тим ліку назви Литва и литовцы. Гучить, наприклад, в документах литовец, литвин, литовский. У 90% нават больше гаворка ідзе про жыхара Менска, про жыхара Украины, про жыхара Киева. Я для адзначэння сучаснай краіны і сучаснага народа карыстаюся іхнім аўтонімам, саманазвай. Литува, литовисы. Там 2,5 часа лекции и обсуждения, но главный вывод – недоумение, парадокс или ирония, но этих людей спонсировало литовское правительство на литовские деньги. Конкретно фонд Радиной в 2017-м от Министерства иностранных дел Литвы через фонд развития получил 30 тысяч евро, еще 30 тысяч евро в 2018-м, еще столько же в 2019-м и, конечно, 30 тысяч евро в 2020-м за передачу опыта Литвы в Беларуси и борьбу с российской пропагандой. В публичном белорусском, подчеркну, белорусском пространстве таких споров нет. Они есть в самой Литве. Там разгораются споры о праве на герб, Вильнюс или саму Литву.